Говоря о зимних видах спорта, мы планируем их развивать дальше? Ну, во-первых, я уже говорил, что Владимир Владимирович Путин руководит всей страной. И лично контролировать Дворец спорта республики ему будет очень сложно. Поэтому у него есть контрольное управление, которое выполняет поручения президента, контролирует строительство объектов. Поэтому мы будем так поправлять эти вещи. Эти объекты, 5 объектов в республике стояли на контроле контрольного управления президента Российской Федерации. Они это все проверяли, а, конечно, доклады о том, что они завершены, я сам лично при встрече Владимира Владимировича об этом показывал и рассказывал, докладывал. Мы будем развивать виды спорта в различных направлениях. У нас хорошо сейчас развивается хоккей. Мы в этом году сдадим 2-ю площадку. Такая очень хорошая, красивая площадка. То, что вы сейчас видите, похожую площадку на ангар со стороны, ну, пока не обращайте внимания. Почему? Потому что там будет такое красивое обрамление, или, как это говорят водители, молодежно же, автомобильный так, тюнинг, да, вот типа такого, там будет красиво все сделано. Он будет очень красиво смотреться, вписываться. Мы планируем построить ряд, в этом году уже там начало строительства 3 физкультурно-оздоровительных комплексов. Сегодня у меня был президент Федерации смешанных единоборств, мы проговорили вопросы, в том числе в этом году начнем строить и хорошее здание под Академию ММА. Других много площадок, в том числе открытых, закрытых, там, развитие там, школьных стадионов, школьных спортзалов. Ну и, конечно, новые, в том числе Федерации спорта, особенно олимпийского вида спорта. Мною дано поручение министра спорта на самое пристальное внимание и бюджетирование – это олимпийские виды спорта. Остальные виды спорта, пусть ребята не обижаются, но мы их тоже не бросим, но это не бюджетные источники. И плюс, конечно, сейчас одна из таких главных задач – это аттестация всех тренеров. Почему? Потому что многие тренеры – это вчерашние спортсмены, которые не имеют там никакого образования тренерского. И нам надо выделить ребят, отправить учиться, чтобы они получили корочки, как говорится, и были дипломированные тренеры. И плюс здесь нам надо нарабатывать, в том числе, и спортивных врачей. Для этого тоже задача поставлена, где наши должны проходить, там, чтобы были арбитры, судьи. Потому что мы в комплексе могли бы участвовать во всех направлениях, во всех, не только в республике, но и за пределами республики.